هنزا تلويدين شو تعمل قيادات نخش أمامك ورش إشتنيح كورت بول إشليرك شدو هرتان ليبارد نزنا تاتا كشاشي كورت بول أكون ما تيجي يحق حبو точно هو штат из Москвы бехканчена что седло ел предположение охун хокча говорит даёлан говорит аяққан охчу шарт уга это метр бу хокчу ади вообще аде дохчу короче херскитлер чаш 4-3 век до Москва бехканча это на сегодняшний день بأكثر من الشاشبات توردو هرا بارستير كل سويو توميو إذا لا هيس إيكرا ديوخ كتير بلاخيو هاديو دشي إشنا توردير إذا دشيو إيش إذا مروج Рубиниш, деши, цепочка, ряды до куча. С Москвы бехканец. Не то, что в России. Дуньян чё харсан разграбить, и ну харсан дорогой, наследник Аллах. Я царь хиля, аш цаубах царь, иш тхихилиш я цба Москва бехканч арбо иза. Исметр. Чё яхкан хилах царь, ё этя арка яхна. Харприта дуаватина иш ступенш этчукук что шхочхте дуцер иш шотки цатани иш талио ступеншю ё иш талио ступенш короче иш это цанах корень отвах первый корень укор иш целости и сохранности алханкала Харчаши гор интересный вот Уингш, 3-4 веке, огромный доллар представить. Вот это кольцо внутри. Азамат, патин был куда чахам, патин был куда. Равшинсон умеется. Кольцо уже положили, да? Вот здесь вот. Это берем? Артур шляет, дышим. Хорошо, а вот это? Это сейчас, да, вот есть. Так, видим, почти. Вот здесь лежал. 30, сколько было? 38. Запоминай цифры последние. Ох ты, аж воздух, чашки ты аж. 38. Воздух аж. Сейчас телевизионщики все убежали, кто быстрее, сейчас по новостям, да. Кто скинет быстрее, давай. Вот эту предмет, Зухра, оставляем или потом? Что это? Вот здесь лежит вот этот предмет вот здесь. Это же тоже, это ты парное, вот да. что-то было. А ты его один два номеров, да? Нет. Ну как его зовут? Давай снимем его тоже. Давай. 38, 39. 39, 39. Да, Азамат. Вот эту пряжку. Султан Нишушин, Холдунян, Цанин Цакарина, Калиф Лохкундахти. Да, молодец. Вот эту пряжку. Стоя дедух. Ты его сейчас наверх и поднимаешь. Да. Вот эту вещь. 41. Видите, мальчик? Вот этот пример. Аргори, да, кечеш. Он золотой? Дыши, дети, ушью. Да, он золотый, здесь какая-то, как вроде в виде какого-то креста какой-то, есть еще это смотри. Нет, правда, рисунок у него еще мелкий. Какой номер? Мама. 41 последний. Хорошо, мама, давай вот этот вот снимем 100%. Мне это очень, он очень это. Стол код ручной. Вырезать пин. Шкатулки. 42. И Чучик, деши, что? Тоже есть пряжка. Ну ее потом какой секунд разбираешь? Деши, да. 42. Вот это от меча, который вот ударил. Деши, мужчина. Рубиниш, ты рубиниш. Там 4 года. Забыл, я искал чат, я думал.
Склеп со свод. 53, по-моему. 54. Корчу яжда лат. Добра, 54 кольцо вот Корчу яжда. это. Вот здесь оно находилось. Потолок вот. Идет. Острый, как склеп она была. 55, Зубра, вот эта пряжка. Вот эта подножкой. Ритуальные действия с ним. Я думаю, Даже внутри как глаз какой-то красный камень, да? это да, скорее всего, гранатик какой-нибудь. Вот эти бронзовые, да? Нет, это все в основе серебро. Вот эти вот важные. Да, да, вот эти большие. Это украшения каких-то ремней. То есть сбрую, но это еще не все, там же остались пластины. Вот наконечник ремня. Очень интересно. Да, здесь есть Разрешите мне его глянуть? Наконечник ремня. Виноват. Понятно, да. Наконечник подвески, да? Там есть еще один наконечник, Владимирович. Характерный для Сейчас я догонского вам покажу времени. его. Сейчас еще один очень интересный. Это хорошие тоже хроноиндикаторы. Это все. Вот этот, Владимирович, посмотрите, вам будет интересно. Смотрите, он вот такой вот. С подвеской. Да, это необычно. Он тоже в составе сбруйных был. Да, тоже инспектировано. Да. Это очень необычно. Да, сейчас только, да. А вот этот хорошо почищен, смотрите. Мгм. Да, вот это лучше снять, потому что немножко в грунт. Здесь представлены как предметы сбруйных наборов, предметы одежды и подношения, посмертные усопшим. Вкратце, золотые пряжки. Эта пряжка была поясной, изготовлена из литого золота, лицевая сторона щитка сделана в технике перегородочной инкрустации, и в виде ставок использовался гранат. Похоже, пряжка более простая по своей орнаментике, и здесь небольшая пряжка. Они входили в состав обувной гарнитуры, поясной гарнитуры и портупейной гарнитуры. Теперь здесь это предмет называется бутероль. Это окончание ножен меча. Ножны были оформлены в виде золотой фольги. Деревянные ножны были оформлены золотой фольгой, чтобы подчеркивать тоже статусность захоронения. Из предметов украшений сбруйных наборов обратим внимание на крайне редкие уникальные находки вот таких бус, стеклянных или из турмалина. Анализ должен показать. Если стекло, то это очень высокое качество, потому что оно не покрыто патиной, концы которого были оформлены в виде золотой фольги со вставками тоже граната. Подобных бус для этого времени никому не известно. Тоже редкая форма украшения сбруйных ремней, полиэдрические бусины, декорированы также в технике перегородочной инкрустации гранатами. К сбруйным наборам также относятся наконечники подвески ремней, изготовленные из золота и также в технике перегородочной инкрустации. Пряжки и наконечники ремней позволяют дать вполне хорошую качественную дату в рамках второй четверти, второй-третьей четверти IV века. Обращать на себя внимание золотой литой браслет, который был при погребенном. Подобные браслеты встречаются не только в женских захоронениях, но и иногда в мужских. Кроме того, встречены два предмета женского костюма. Подобного рода цепочки, ожерелья из тонкой из тонкого золотого прута, изготовленные плетением с подвесками. Подвески декорированы гранатом.
эти две подвески, скорее всего, являются приношением близких родственников женского пола усопшего своему, да, своему родственнику, своему дорогому человеку. Они лежали не на погребенном, а отдельно около его ног. В данном случае это подчеркивает, что это предметы были не характерны для мужчины. Безусловно, это женский костюм. Спасибо, Владимирович. Да не за что. Вам спасибо. Столько слушать. Чтобы мы для вас это делали. Да,